Венера, ты здесь? Да, Мурат. Ардак, Тазболова убили. Был подвешен у себя на даче. Когда? Вчера обнаружили. Полиция уже побывала там. Тело в морге. Это точно? Однозначно. Наши подтвердили. Ё-моё. Ну вот, приехали. Ну что там? Забили до смерти, а потом подвесили. Супруга первая обнаружила его в гараже. Полагаю, действовали 3-4 человека. Нападали квалифицированно, скорее всего, заказное. Ну, понятно. В общем, приказ самых верхов пришел. Я назначаю твою группу по данному делу. У тебя все полномочия. Есть, господин генерал. Найти отморозков немедленно. Все действия докладываешь лично мне. Выясни причину данного инцидента, чтобы отнюдь можно было пресекать подобные случаи. Ибо убийство офицера может означать угрозу целому государству. Сам понимаешь. Конечно. Да, еще. Ты в курсе, что у Тосполова были стычки с этим Бейбарысовым? При всем уважении, господин генерал, Бейбарысов не единственный, кому он мог насолить. Здесь могут быть замешаны и другие лица. Кто бы там ни был, надеюсь, разберетесь в скором времени. Разберусь. Ты был прав? Да, наша группа в деле. Ладно, поехали. С чего начнем? Полный сбор информации. Запросить все дела, которые вел Тазболов. Экспертизу взять на контроль. И еще отправьте одного из наших. Хорошо. Кое-кому это не понравится. Возьмите сдачи. Спасибо. Пожалуйста.
Сәлеметсіздер ме, құрметті жолаушылар? Жол жүру құжаттарыңызды тексеріске дайындаңыздар. Уважаемые пассажиры, приготовьте, пожалуйста, ваши проездные документы для проверки на линии Департамент транспортного контроля. Сіздің билетіңіз? Қайырлы күн, жол жүру құжаттарыңызды бола ма екен? Жақсы. Сіздердің карталарыңыз? Валидация жасалмаған ғой. Че? Мінекей. Сіз валидация жасамағансыз. Что ты тут показываешь? Аппарат все проверь, это не рабочий. Мінекей, мына аппарат бойынша соңғы валидация уақыты. Мозги не пудри мне, проверь нормально. Че ты лечишь тут мне? По-русски говори, я тебя не понимаю. Құрметті жолаушы. Тебе не нужно ничего понимать. Просто оплати за проезд. Ты вообще рот закрой свой, сиди спокойно. Құрметті жолаушылар, сіздерден менімен келесі руку убери. қалуға сұранамын. Ты че? Бұл екеуіне өзім төлей салайын. Жарай ма? Жақсы. Ömür sürmegen, жақсылықты білмеген, бір жігітпен сөйлестім шығып келген түрмеден. Бармақ тістеп өкініп, адамдардан өтініп айтқан сөзім айтайын. Сол жігіттің сөзімен, сол жігіттің сөзімен. Урал. Тазболов умер. Его убили. Когда это случилось? Тело обнаружили вчера. Был подвешен у себя на даче. Понятно, что ему помогли. Какие версии? Трудно сказать. У него было много врагов. Но недавно он нажил себе еще одного. На него мы и нацелены. О ком речь? Слышал о Бейбарысове? Сункар Бейбарысов? Недавно его арестовали. Дело было под руководством Тазболова. Вполне возможно, что это его месть. А Сункара за что взяли? По 120-й. Странно. Не похоже на Бейбарысова. И я так думал.
Но в наши дни трудно удивиться чему-то подобному. Вполне мог заиграться. А где дело Бибарысова? Тут еще одна загвоздка. Материалы по его делу пропали. Возможно, выкрали. В данный момент наши оперативники ведут поиски. И это еще один повод думать на Сункара Бибарысова. Слушай, мы давно с тобой знаем друг друга, и я знаю твои принципы. Я не меньше тебя горю желанием отомстить. Поэтому давай без всякой самодеятельности. Сначала нужно узнать, с кем имеем дело. А это кто? Это Кайсар, бизнес-партнер Сункара, а также его друг. Ясно. Похороны когда? Завтра утром. Я заеду за тобой. Вместе поедем. Сам-то что думаешь? Мне нужна машина и кейс. Добро пожаловать в единую информационную базу Арыстан. Внимание! Допуск второго уровня. Введите пароль. У вас 5 минут. Ну и вид у тебя, старик. Что они с тобой сделали? Из-за какой-то бабы я здесь. Никогда бы не подумал, что меня может одурачить какая-то девчушка. Да я сам в шоке. Да. Артур, не могу до шефа дозвониться. Где он? Мы на свиданке с Бибарысовым. В чем дело? Тут кое-кто хочет поговорить с ним. Говорит, готов поделиться важной информацией за оплату. Кто такой? Мы пробили за него. Он из конторы. Идиоты, кто вас просил разговаривать с ним? Да мы ему ничего не говорили. Видимо, пронюхал что-то сам. Дерзкий какой-то, с наездом общается. Что нам делать? Так, мешок на голову и на стоянку его. Мы скоро приедем. Сделай все, что нужно. Заплати сколько нужно. Но вытащи меня отсюда. Я все сделаю, друг. Видел, у входа сидит здоровяк? Ну и? Вот он точно Скорпион. Я их взгляд сразу узнаю. Ай. Че, ай? Ведь я угадал знак вчерашней официантки. Как она удивилась, помнишь? Помню, помню. Ну как он там? Слава богу, держится. Только вот выхожу от него. Как сама, нормально? Да какой там нормально? Скоро с ума сойду, наверное. Жанна, нельзя сейчас поддаваться негативу. Мы справимся. Я слово тебе даю. Я вытащу его. Я бы хотела увидеться с ним. Пока это невозможно. Ты не переживай. Я разберусь, все будет хорошо. Я позвоню попозже. Найдите Данера срочно.
Ты что здесь делаешь? Уселся тут. Я сижу там, где должен. Данияр, твой отец ведь все внятно объяснил тебе. Он мой отец. И сейчас он в тюрьме. А значит, я теперь главный. Слышь, ты, главный, Сункар Романович лично поручил мне гнать тебя в шею. Так что уйди по-хорошему. Пришел тут пьяный, развалился как у себя дома. Видел бы тебя твой отец. Ах, вот как ты заговорил. Когда бегал моим заместителем, совсем по-другому пел. Да если бы не я, эта компания развалилась бы уже. Из-за тебя, между прочим. Развалишься ты, и очень-очень скоро. А затем лучше доставать ко мне. Он меня избивал, таскал за волосы. Я испугалась очень сильно, понимаете? Он грозится убить меня. Я не знала, что делать. Нужна информация на старшего сына Сункара. Его зовут Данияр. Узнай, действительно ли Сункар лишил его наследства. Если да, то нужна распечатка звонков за последние 2 недели. Откуда такая информация? Ссылку я тебе уже скинул. Также мне нужно подключиться к твоей программе. Я же сказал, будет ограниченный доступ. Мне нужно просто найти человека. Кого? Данияра? Нет, его мама. Ладно, перезагрузись через 5 минут. Итак, у меня мало времени, говори быстро и ясно. Я лишь хотел предупредить тебя, Кайсар. Кое-кто наводит справки по делам Тазболова. Это я без тебя знаю. Нет, я не говорю про ментов и про спецслужбы. Он не из наших, но, говорят, служил когда-то. Что значит говорят? Как его имя? Я не знаю. Все данные на него засекречены. Я слышу, что он был учеником Тазболова. И если верить легендам про него, то он может доставить тебе проблем. Пугать меня вздумал? Конечно нет, Кайсар. Я же хотел тебе помочь. У меня есть стукачи среди ваших. Ты мне не нужен. Прокурорский звонил. Говорит, готов встретиться. Ну то забей стрелку. Куда его пригласить? У меня 17 заведений в этом городе. Не спрашивай меня, куда его пригласить. Ну что там, скоро? Почти готово. Есть. Кинесари 65, квартира 73. Ясно. Ну все, поехали. И еще, отправьте срочно запрос в юстицию. О, какие люди! Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть. Вот оно, лицо правосудия. Прошу, проходи. Ой, как трудно стало до вас достучаться, а? Работаем, не покладая рук. Но про друзей тоже забывать нельзя, верно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алмаз Кайырбеков здесь живет? Здесь. А вы кто будете? А в чем дело, ребята? Вы не переживайте. Нам нужно лишь уточнить кое-какую информацию. Это он. Это же ваш компьютер? Да, мой. Вчера с этого компьютера был оставлен комментарий на портале YouTube. Какой именно комментарий?
что Данияр Бибарис причастен к аресту своего отца. Откуда у вас такая информация? Да мне пофиг, что ты не ожидал. Бабки поставь и гуляй смело. Понял меня? Тебя же погнали со службы. Какого хрена тебе нужно от меня? Кое-кто на днях пробрался на дачу Тазболова. Его пытали, а затем подвесили. Я слышал об этом, но я ничего не знаю. Уверен? Я клянусь, я ничего не знаю. Да никто бы из наших не рискнул вывалить офицера. Я понятия не имею, кто мог пойти на такое. Да. В общем, ты оказался прав, но только речь не совсем о наследстве. Есть строительная компания Golden Building, которая является одной из владений Сункара. Год назад Сункар передал управление Данияру в качестве подарка на его день рождения. И совсем недавно его отобрал. В юстиции подтвердили данный факт. А наш комментатор просто студент, который проходит учебную практику в этой самой фирме. Ну понятно. Ты сейчас где? А разве ты не отслеживаешь мое местоположение? Я имел в виду, что собираешься делать? Жду супругу Бибарысова. Держи меня в курсе. Кайсар, дружба дружбой, но ты меня просишь о невозможных вещах. Последствия могут быть непоправимы. Ну что ты так сразу? Ты подумай. Наверное, нет, друг мой. Мара, мы с тобой овны. Соответственно, должны с полуслова друг друга понимать и доверять друг другу. А ты все нет да нет. Опять ты про свой гороскоп. Ладно, дай мне пару дней подумать. Алло. Хорошо. Шеф, нашли Данияра. Где он? В сауне с друзьями. Поехали. Здравствуйте, могу ли я чем-нибудь помочь? Позовите Жанну Маратовну. Одну минутку. Здравствуйте. Вы кто? Я из прокуратуры. У меня есть несколько вопросов к вам. Вы не против? Что-то случилось? Как мой муж? С ним все хорошо. Давайте присядем. Я должна связаться с юристом. Без него я не стану говорить вам ничего. Послушайте, я знаю, вашего мужа обвиняют в том, чего он не совершал. Я давно знал этого человека. Моя задача обеспечить справедливый ход расследования. Можно сказать, я на вашей стороне. Я хочу помочь. У вашего мужа есть враги? Может, были какие-то конфликты в последнее время? Да какие там враги? Он в жизни и мухи не обидел. Вы же понимаете, что эта стерва просто хочет выпить из него денег. Скажите, почему вы отобрали строительную компанию у вашего сына? Вы ведь сами подарили ее. Данияр у нас еще молодой.
Он не справлялся управлять компанией, постоянно играл в азартные игры. Это очень расстраивало Сункара и меня тоже. Поэтому Сункар решил преподать ему урок. Был ли Данияр обижен на вас? Какие отношения у вас были с ним после этого? Он исчез и не появлялся несколько недель. Потом вернулся. Он всегда так делает, когда мы ругаем его. Он пропадает с друзьями, но всегда возвращается. А при чем здесь Данияр? Вашего мужа подставили. Понимаете, о чем я? Понимаю. Я ведь то же самое говорю вам. Данияр мог, обидевшись на вас, выкинуть что-то подобное? Вы с ума сошли? Конечно, нет. Он всегда любил и уважал отца. Да, он избалован, но он не способен на такое. Офицера убили. Он работал над делом вашего мужа. И если мы с вами правы, то вел он это дело в вашу пользу. Но его решили устранить. А у вашего сына есть мотив. Я не понимаю, о чем вы. Может, вы что-то знаете, но боитесь говорить? Я рассказала вам все, что знаю. Больше мне нечего сказать. Спасибо за то, что уделили время. Вы не расстраивайтесь. Скоро все уладится. Когда мне разрешат увидеться с ним? Мы с вами свяжемся. Че, охренела, что ли? А ну-ка, пойдем. Ну что, тварь, теперь скажешь? Будешь еще разговаривать с моим парнем? Здесь ты уже не такая смелая, да? Может, тебе морду набить? Прямо сейчас. Что здесь происходит? Если ты еще раз подойдешь к нему, ты об этом пожалеешь, поняла? Я меня? спросил, что здесь происходит. Что вам надо? Не лезьте не в свое дело. Такие мелкие, а уже разборки устраиваете. Вам бы уроки учить, а не парней ревновать. Дяденька, ты кто такой вообще? Вали отсюда, понял? Я дядя, который отправит вас в детскую колонию, если будете продолжать в том же духе. Мой папа мент, проваливай отсюда. Короче, слушай сюда. Так, ну все, хватит. А ну-ка разбежались. Че, герой, что ли? Ты... Уходите отсюда. Живо. Видишь вон того парня? Он мой друг. Расскажи ему все, что произошло сегодня, и он обо всем позаботится. А вдруг девчонки не отстанут от меня потом? Поверь мне, они отстанут. Давай, иди. Пока. Пока. В чем дело? Поедешь со мной. Куда? Ради твоей же безопасности. Какой нахрен безопасности? Что может со мной случиться? Что за фигня? Давай по-тихому.
atanın kadrin aytayın, ananın kadrin aytayın, balaga degen ıhlasını sanaga salıp baykayın. Tuğanında kuvangan, dünya malın bulangan, aman bolsa balam dep Allah'dan medet sorangan. Jardımın ay jaragan, kabağına karagan, jolavcı bolup öy getkende sağınıp kelgen daladan. Münasıbat koyu mindirgen, jara sargıyın kiydirgen, karnaşar dep kabak bop kasına tamak üydürgen. Будешь бояться, моргнуть не успеешь, тебя убьют. Все нормально. Ты задыхаешься, потому что боишься. Большинство поражений терпится из-за страха. Всплеск адреналина – это лишь на время. Постоянное самообладание – вот что должно быть. Еще раз. Всегда спрашивай себя, чего ты боишься, и ты поймешь, что это всего лишь иллюзия. Привет! Ты что здесь делаешь? Здравствуйте. Извините за беспокойство. Мы просто хотели поблагодарить вас за помощь. Не стоило. Как вы нашли адрес? Я уговорила твоего друга. Ясно. Опоздал. Пробки, как всегда. Есть что-нибудь? Даньяр вчера не вернулся домой. Мама позвонила в полицию. Он неделями не бывает дома. Да, но это другой случай. Вчера он сидел в сауне с друзьями. Прохожие видели, как приехали две машины и забрали одного парня, по описанию Даньяр. Его друзей сильно побили, они сейчас в больнице, говорить не в состоянии. Также пострадал охранник заведения. У него сотрясение мозга. А что по камерам наблюдения? Диск с записью исчез. Если это Даньяр заварил всю эту кашу, то неудивительно, что его похитили. Сункар человек не глупый. Мог догадаться и поручить своим людям найти его. То есть он жив и в безопасности? Ну, Сункар, надеюсь, не станет убивать своего сына.
Серик, взгляни на это. Ё-моё, он что, их резал прямо здесь? Урал, стой! Остановите его! Всем на выход! Зачем ты это сделал, а? Да пошел ты! Отставить, лейтенант! Нападение на своих, самоуправство. Да тебя могли бы посадить за это. Ты же видел, что он сделал с теми людьми. Приказ был брать его живым для психологического исследования. А если бы он умер, кого бы мы тогда изучали? Я не собирался убивать его. Ты нарушил мой приказ. Свободен, сдай оружие. Все из-за того, что я не пляшу под твою дудку, да? Приказ об увольнении уже подписан. Ты свободен. Пошел, что ты сказал? Иди сюда! Когда-то и я был таким самоуверенным, отчаянным. Ругать будешь? Ну что ты поступил правильно, даже слишком. И вот результат. Давай, может, все-таки я поговорю там? Я же сказал, не стоит. Чем заняться планируешь? Найду работу. Я не осуждаю, но порой нужно запастись терпением, отступить там, где нужно. По тебе этого незаметно. Я слышал, ты напросился в МВД. Что, не терпится бороться с преступностью? Я 50 лет отслужил стране, а они меня на пенсию отправляют. Разве это справедливо? Без тебя обойдутся. Врач сказал, тебе нужен отдых, а ты никак не успокоишься, тоже мне патриот. На том свете будет отдых, а здесь нужно работать. Да вот мы только с кладбища приехали. Угу. Хорошо, минут через 30 буду. Как служба, майор? Неплохо. Не знал, что вы были знакомы с Тазболовым. Мы были хорошими друзьями. Он много рассказывал о вас, о том, какой вы профессионал. Надеюсь, долго ждать не придется, чтобы найти убийцу. Можете не сомневаться. Скоро найдем. Удачи вам. Я его вспомнил. Кого? Телохранитель Кайсара. Помнишь спецоперацию в Капшигае? Он был там. Спецотряд? Скорее наемник. Кайсар может позволить себе в охрану и не таких людей. Ну чё, поехали? Да, поехали. Где пацан? Наверху. Как дела, пацан? Зачем я здесь? Ты же не ребенок вроде. Должен все понимать. У твоего отца серьезные проблемы, и будет лучше, пока ты побудешь здесь. Зачем нужно было избивать моих друзей? Не понял. Да все ты понял. Да все нормально будет с ними. Артур немного перебрал, но думаю, до свадьбы заживет. Как дела у отца? Все нормально, не ссы. Ты почему не кушаешь?
Нет аппетита. Ну, как знаешь. Если что надо, скажешь ребятам. Позвони матери. Не хочу, чтобы она волновалась. Ты хоть помогаешь отцу? Знаешь, мы с твоим отцом давно работаем вместе. И много добились в совместной деятельности. Но он никогда не замечал того, что в наших успехах и есть и моя заслуга. Ты это к чему сейчас? Ладно, забудь. Смотреть за ним внимательно. Если сбежит, голову поотрубаю. Понял. Нет ничего хуже, чем намеренное вмешательство на пути к успеху. Ведь никому не приятно быть разочарованным. Я думал, мы договорились с тобой. Ну, Кайсар. Почему отказал журналистам сегодня? Я и так многого сделал, Кайсар. Этого ведь достаточно. Сункар уже не сможет выйти. Прошу тебя, оставь меня и мою дочь в покое. Я ведь сделал все, как ты просил. Кайсар! Ты веришь в гороскоп? А я вот в последнее время все больше и больше начал им увлекаться. Потому что если понаблюдать внимательно, то действительно есть схожество у людей одного знака. Вот смотрю на тебя, могу предположить, что ты рак или весы. Вы вечно можете передумать и отказаться от сделки в не самый удобный момент. Ты рак, верно? Нет. Весы? Отвечай! Нет. Отпусти-ка его. Ты близнецы, что ли? Я стрелец, Кайсар. Опять ошиблись, шеф. Заткнись, баран. Чертов гороскоп. Да плевать мне, кто ты там. Думаешь, ты самый умный? Думаешь, можешь взять и так легко все бросить? Я же хочу помочь вам. Или ты хочешь умереть? Я готов умереть, но отпусти Лунару. А ведь все так хорошо начиналось. Что же мне делать с тобой? Вот так вот всегда приходится идти на крайности из-за таких упрямцев, как ты. И полка мне этого пришлось убить, потому что тоже возомнил себя праведником. Значит, это ты убил его? А то ты прям не знал. Он оказался смышленым сукиным сыном. Еще бы чуть-чуть, и он бы закрыл нас всех. А Сункара оправдал бы. Но ничего, худшее все позади. Ты прав насчет Сункара. Он уже не сможет выйти. А мне остается только избавиться от тебя и от твоей дочурки. Вова, выйди на связь. Да, Кана, что там? Тихо. Надеюсь, долго ждать не придется?
Нас прослушивали. Сука, это ты? Это не он. А кто тогда? Курал. Какой еще Курал? Он был на похоронах с Ардаком. Знаешь его? Пересекались как-то. Профессионал. Сука. Был одним из лучших в отряде. Да наплевать. Не говори, что он профессионал. Не говори, что он там такой крутой. Найди его немедленно. Это Кайсар убил Тазболова. У меня есть запись разговора. Постой, что? Как я и полагал, вся вина Сункара сфабрикована. Я еду в больницу забрать девушку. Встретимся через час под мостом. Шеф, что-то стало известно? Курал что-то разузнал. Давайте мы поедем с вами. Че ему не сидится? Вечно лезть не свое дело. Скажи это ему. Ладно, поехали. Че, сдурел, что ли? А если заорет? Да заткнем ее, что ты очкуешь? Артур сказал, ее вместе с папашей все равно под пресс пустит. Так что можно прямо сейчас. Ну чё, кто первый? Я, конечно. Ну иди давай, мать. Ну как дела? Нормально. Слушай, я не хочу делать тебе больно. Так что давай по-хорошему. Что? Раздевайся. Вас обоих срочно к главврачу вызывают. Не понял. Ты кто? Кайсар позвонил, быстрее. Сюда. Ах ты, сука! Да не дергайся ты! Не трогай меня! Что, не нравится, да? Отойди! Ща, пацаны, я быстро. Не торопись, все нормально. Не трожьте меня! Успокойся. Кто вы? Все в порядке. Я пришел помочь. Там их еще двое. Они спят, не переживай. Алло, вы чё трубку не брали? Нас кто-то вырубил. Срочно поднимайтесь.
как, успокоилась? Да, уже немного лучше. Кто вы? Зачем вы здесь? У нас мало времени. По дороге все объясню. Вставай. Наши поднимаются. Давай, быстрее, быстрее. Где девчонка? В палате. Это он. Кто бы ты ни был, поедешь с нами. У Кайсара будут вопросы. Поосторожней с ним. Мешок, ё-моё. Стой, сука. Стой! Надо уходить. Что здесь было? Какой-то парень вырубил нас и забрал Лунару. Это он. Что дальше делать? Звони нашим друзьям. Делайте. Понял. Приберись тут. Кто звонил? Прости, шеф, придется убить твоего бойца и забрать запись. Продались, значит? Интересно, что Кайсар пообещал вам за это? Заткнись, будешь дергаться, пристрелю нахрен. Давай, звони ему. Полегче. И так голова болит. Ну ты где? Я почти на месте. Хорошо, жду. Кстати, из-за вчерашней водки башка так трещит. Если есть таблетки от головы, прихвати с собой. Хорошо. Закусывать надо, господин майор. Блин, отлить так хочется. Ну чё, справишься? Я отойду на минуту. Ну и еще бы. Дернется, получит пулю. Все в порядке? Да, все нормально. 2 года со мной работали. Оказались крысами бандитскими. Вставай. О чем договорились с Кайсаром? Грохнуть вас и забрать запись. Зря ты с ним связался. Где твой телефон? Что, очень нужны были? Да пошел ты. Чего не хватало? Еды, выпивки? Считай, что вы уже трупы. Так кто такой этот Кайсар?
У конторы были лишь подозрения на него в десятках убийств, в том числе сотрудников. Кого мог, подкупал, а тех, кто отказывался, убивал. Кто его поддерживает? Уже никто. Он зашел слишком далеко. Почему не берете его? Доказательств не было. Сволочь заметает следы. Вот доказательства. Где девушка? Я передал ее Анаре. Она в безопасности. Может, не стоит? Давай, веди. Блин, хреновая идея. Нас замочат там же. Бей давай. Давай свернем, пока не поздно. Бей, говорю, либо я тебе сейчас мажу. Нам нужно пройти внутрь без лишних вопросов, так что будь убедителен. И что мне делать? Ничего сложного, притворись, что смог меня взять. Да, по моей морде это особенно заметно. На тебе ведь не царапин. Все, заткнись. Стой, кто это? Кайсар ждет нас. Это тот придурок, который в больнице шум поднял. У него обед с судьей. Может, позвонить Кайсару и сказать, что ты не хочешь пропускать меня? Ладно. Проходи. Ну и что дальше? Пошли. Наверное, я не догнал то чего. И вот наступил на грязь, и жить переехал болот. Выложил фото, утро, кофе, даже лайк на фото. Здесь много работы. Зачем-то сидим в кабинетах, до долгожданной субботы. К черту заботу, заполняем виски, загоняем пивом, такой мы порой. Забываем позвонить родным и просто рассказать анекдоты. Абсолютно не знаем, что завтра и что за другим поворотом. Но уверенной походкой своей... Уже на судей перешел? А ты, знаешь, тот сам украл. Я думал, ты поумнее будешь, но вижу, у тебя совсем мозгов нет. Думаешь, тебе все с рук сойдет? Ваша честь, перед вами сидит убийца полковника Тазболова. Он организовал подставу для Сункара Бибарысова, чтобы завладеть его долей в их общем бизнесе. Тазболов, расследуя это дело, все просек и собирался привлечь эту мразь. Но этот опередил Тазболова, забил его до смерти, а потом подвесил. Он ввел в следствие заблуждения, добиваясь того, чтобы убийство Тазболова было на плечах Сункара Бибарысова. Полагаю, ему осталось договориться только с вами, а если вы откажетесь, то он убьет вас. Вот так все просто у него. Не слушай его, Секе. Да, можете не слушать меня. У меня есть доказательства его вины, так что я не жду того, что вы мне поверите на слово. Что ты хочешь? Ты отпустишь отца Лунары, а после тебя арестуют и будут судить. Ох, какой ты у нас умный. Хреновое предложение. Другого для тебя нет, решай быстрее. А что, если я предложу тебе столько денег, что тебе не придется больше работать до конца своих дней? Уедешь за холмы, купишь себе все, что пожелаешь. Прибереги свои деньги для адвокатов. Тебе может и не хватить. О, у меня-то денег хватит. А вот ты что получишь за все это? М? А мне ничего и не нужно. Тогда какое тебе дело до меня? Зная, что одним уродом вроде тебя будет меньше на свободе, я обрету спокойную жизнь. Ну так живи себе спокойно. Я-то здесь при чем? Ах, сука. Сволочь, ты и меня хотел в это втянуть? Я мог бы убить тебя прямо сейчас. Ты заслуживаешь этого.
Но твоя смерть мне ничего не даст, и она не вернет тех, кого ты погубил. Поэтому я хочу дать тебе шанс. Если сделаешь все так, как я сказал, если сдашься добровольно, то обещаю, что не стану преследовать и убивать тебя. Дай сюда. Зови пацанов. Кость не задета. Прижмите рану. Только смотрите, не разгромите мне ресторан. Вставайте. Спрячьтесь. Быстрее. Стоять! Свой. Осмотреть. Ты в порядке? Я замешкался и не успел спасти его. Я же говорил, не стоило. Я лишь хотел обойтись малой кровью. Есть раненая официантка, срочно вызывать скорую. Господин майор, 2 трупа. Одного опознали, судья Ахметов. Нужно вызвать группу захвата. Да подожди ты. Да. Ну чё, майор, должен признаться, твой боец потрепал меня, еще разгромил мой ресторан. Ты ведь знаешь, что я с ним сделаю за это? Я боюсь представить, что он теперь с тобой сделает. Дай ему. Ну чё, умник, продолжим наш разговор? Пошел ты, говнюк. Я найду тебя и задушу собственными руками. Вот и договорились. Приедешь один и разберемся. Если я увижу кого-то с тобой, то я убью его. Сам знаешь кого. Говори адрес. Итак, всем внимание. У нас будут гости. Он может прийти один или со спецгруппой. Так что смотреть в оба и не зевать.
Иди проверь. Здесь посторонние. Это он. Убейте его. Урал, когда мы забрались в дом твоего старика, мои парни хотели пристрелить его, но я их остановил. Знаешь, что я сделал? Я подвесил его за шею и наблюдал, как он мучается. Если ты мужчина, сразимся достойно. Артур, ты где? А ну пойдем. Открывай. Доставай ключи. Открывай эти долбаные ворота. Давай быстрей. Чё ты возишься? Я не знаю, где они. Давай быстрее шевелись. Эх ты!
Идите домой. Ты как? В порядке. Я смотрю, ты скучал по этой работе? Не, серьезно. Вчера, когда ты ко мне пришел, на тебе лица не было. Пошел ты. При обыске обнаружили целый арсенал в доме Кайсара. Страшно подумать, к чему он мог готовиться. Типун тебе на язык. Также нас информировали о том, что на складах его строительных компаний хранится контрабанда. Кто информировал? После смерти Кайсара из тени вышли многие, так сказать, его недоброжелатели. Они работали на него, опасаясь за свои жизни. А как же сообщники? Их оказалось не так много, в основном рядовые сотрудники. Ориентировки и все материалы на них мы передали в агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Они знают, что делать дальше. Молодцы. Хорошая работа. Да, еще один вопрос. Кто это? Это Курал. Без него бы мы не справились, господин генерал. Точнее, справились бы, но не так быстро. Я, конечно, пытался его отговорить, но Тазболов был ему как отец и... Курал Оспанов, бывший спецагент контрразведки, господин генерал. Участвовал во многих спецоперациях, причем успешно. Имеет высшую боевую подготовку. За свою службу не провалил ни одного задания. Трижды был представлен к награде. Был лучшим в рядах нашего спецподразделения. А что случилось-то? Он сломал нос вашему племяннику. Так это с ним Серик повздорил? Да. Они же вроде друзья были. Были когда-то. И потом Серик уволил его? Ну, вообще-то Серик сначала уволил его, а потом они уже подрались в кабинете. Но мы наладили их отношения и пытались вернуть Курала. Но он отказался. Затем Серик ушел в Интерпол, и, кажется, они до сих пор не общаются. Ну и где сейчас этот Курал? Дома. Работает. В каком это смысле? Ну, у него там что-то вроде своей мастерской. Он там музыкальные инструменты ремонтирует. Чего? Ну... Ладно. У нас бывших не бывает. Держи его рядом. Есть, господин генерал. Начальство похвалило на славу за оперативность. Твое участие утаить не получилось. Пришлось рассказать всю правду. А что с Сункаром? Его выпустят. Лунара отозвала заявление и дала полное чистосердечное. Оказалось, что она уже 3 года как работает бухгалтером в одной из фирм Кайсара. Примерно 2 месяца назад у ее отца обнаружили неполадки с сердцем. Нужны были деньги на операцию. Так вот, она пошла к Кайсару просить о помощи. А тот, в свою очередь, затянул ее в эту тему и заставил изображать жертву. Бейбарысов и пальцем ее не тронул. В тот вечер ее избили люди Хайсара. Когда дело попало в руки Тазболова, Хайсар вышел на него и хотел договориться с ним. Ну, а Тазболов послал его куда подальше. Лунару осудят? Ну, она всего лишь жертва инцидента, так что с ней все будет хорошо. Все, что ты сделал, зачтется. Отцу Лунары нужна операция. Его прооперируют, я об этом позабочусь. Даю тебе слово. Льется вода, под ногами планета Земля, над головой небо и льется вода. И этот день, наверное, прожит зря, ведь я останусь в окружении стен до утра. Под ногами планета Земля, а на планете люди, а на планете я. Она сменяет свои полюса, ловишь губами ветер и льется вода.
Красочное фото не в рамке, ведь в рамки загоняем мы других. Говорил мне кто-то за замки, при этом в однушке коротая дни. Коротаем дни и несем свое время в погоне за сказочным богатством. Не хватает денег, не хватает времени, тупо и немного лени. Путает все карты, расклады в пользу тех, кто будет первым, кто будет просыпаться утром, тратить свои нервы. Все будет не сиюминутно, остаемся тут мы, остаемся тут, тратить свои нервы. Остаемся тут, тратить свои нервы. Красочное фото не в рамке, ведь в рамки загоняем мы других. Говорил мне кто-то за замки, при этом в однушке коротая дни. Горький виски мимо лица, тень прошлых дней. Эти люди, словно птицы, летят с этажей мои мысли кривым бумажным самолетом. Мы до сих пор в подъездах виснем. Подскажите где, подскажите взлет. С этажей мои мысли, и что же ждет за поворотом? А в голове лишь только числа, денежные массы, обороты. Но горький виски мимо лица, тень прошлых дней. Эти люди, словно птицы, летят с этажей мои мысли кривым бумажным самолетом. Летает он то высоко, то низко, и нету в нем ни стюардесс, ни пилота. Летят с этажей мои мысли, и что же ждет за поворотом?